В предписании МЧС по безопасному отдыху на пляжах в купальный сезон более 5 пунктов. Обозначение границ заплыва ограничительными буями, обустройство спасательных постов, установка сигнальных мачт с флажком, ограждение технических зон для маломерных судов, осмотр и очищение дна пляжей. Но самое главное – это дежурство спасателей, которых катастрофически не хватает в республике. Это одна из важных причин, по которой большинство пляжей страны не готовы к купальному сезону, открытие которого было запланировано на начало июня. Все главы администрации практически, они нам говорят, что мы стараемся, ищем людей, которые будут спасателями. Делают объявления, но мало людей, которые к ним приходят. А просто человек быть спасателем не может. И у нас есть в Пицунде фирма, которая может обучить и дать квалификацию спасателя. Мы это все доводим до глав администрации, но мало людей обращаются. Я не знаю, с чем это зависит. Может, с суммой зарплат, которые они им предлагают. Гулрыбский район, они нашли людей, квалифицированные 2 спасателя, и эти 2 спасателя еще обучили 2, и уже 4 спасателя у них есть. Я думаю, самый готов район будет у нас в Абхазии, это Гулрыбский район. И Очимчира тоже стараются, у них 10 числа дата открытия, мы к этому времени приедем, проверим, надеемся, что и там будет все в порядке. Проверки пляжей республики сотрудниками МЧС начались за неделю до запланированного открытия купального сезона и продолжаются по сей день. На сегодняшний день, начиная от поселка Цандрыбш до Сухума, потому что открытие купального сезона от Сухума до границы Цандрыбш была назначена дата 1 июня, открытие купального сезона. От Гулрыбша до Очимчиры 10 июня. Поэтому в первую очередь мы проверяли эту сторону и пришли к тому, что на эту дату, на открытие купального сезона, ни один городской пляж не готов, в том числе и Сухум. По Гулрыбшскому и Очимчирскому району мы сейчас проводим проверки, и могу сказать, что они более положительно отнеслись к данному вопросу и выполняют данные пункты предписания. По городам Гагра ни один пункт нашего предписания не выполнен. Причины различные. Город Пицунда выполнены 2 пункта. Это осмотр и очистка дна пляжа, выставление ограничительных буев. Афон то же самое. И Сухум. Ограничительные буи, пока они не выставлены, но в течение, я думаю, недели они будут выставлены, мы в этом им помогаем. И осмотр и очистка дна пляжа тоже произведена. Как отметил Сабуа, ситуация на пляжах, у которых расположены гостиницы и отели, лучше. Владельцы объектов размещения в основном берут на себя ответственность за их благоустройство и безопасность. Гостиница «Айтар», дальше в Синопе «Аксельсия» и «Дельмар» ближе к маяку. И чуть дальше от маяка там новая гостиница, тоже они выполнили данные пункты. А по остальным городам, допустим, по Гагре очень много гостиниц, и мы искать всех этих директоров просто и не в силах, поэтому все на главах администрации, они могут их собрать, довести до них. Для безопасного купания в море необходим контроль за деятельностью маломерных судов, которых в республике уже 1200. Лодки, катера, катамараны, не прошедшие техосмотр и не зарегистрированные, не могут выйти в море. Контроль за ними осуществляет МЧС и пограничники. Все знают, что у нас работают российские пограничники совместно и с нами, и с абхазскими пограничниками. Это и морские пограничники, и сухопутные. То есть прошедшие у нас техосмотр обязательно должны взять разрешение у пограничников о выходе в море.
по выходу в море. Это в первую очередь и для безопасности самого судоводителя, и для контроля. По выходу в море он должен отзвониться, что данное судно вышло в море, и по заходу то же самое. Если же судно не зарегистрировано, либо не прошло техосмотр, его сразу же фиксируют, передают нам, и мы это судно оштрафовываем, то есть судоводителям оштрафовываем, штрафы не маленькие, до 18 тысяч. Поэтому люди уже уже и боятся, и привыкли к законам, и стараются не нарушать. То же самое и права на управление судном, это тоже наша работа. Без прав на управление судном люди не должны стоять за штурвалом. Это касается всех судов. Права тоже мы обучаем и выдаем за определенное время. Нередки случаи, когда маломерные суда слишком приближаются к купающимся людям. Техническая зона обязательно на всех пляжах. То есть эта дорожка огорожена маленькими буйками. Если же пляжи были бы оборудованы, у них должна быть техническая зона, чтобы зайти. Но и тем не менее, если там нету технической зоны, но есть купальная зона, ограничительные буи, он не имеет права заходить в купальную зону. Это тоже фиксируется, если он нарушил, а нарушений очень много, но, к сожалению, у нас штат не такой большой, чтобы по всей Абхазии наблюдать и фиксировать данные нарушения. У нас просьба хотя бы к людям, у кого гостиницы рядом, чтобы они нам передавали информацию о том, что много таких случаев, когда они нам передают, потому что особенно гидроциклы, они очень скоростные, человек нырнул, они просто его могут не заметить и переехать, соответственно, получаются такие несчастные случаи. В Абхазии много рек, которые впадают в море. В их устье в радиусе 50 метров купаться запрещено, однако не всегда наличие запрещающих знаков останавливает людей. Помимо этого, несмотря на плохую погоду или шторм, а также в алкогольном опьянении, некоторые все же продолжают заходить в воду. Согласно статистике, за 5 лет в морях, озерах и реках Абхазии утонули 49 человек. Но для всех людей, я не раз повторял, очень опасно. Может быть, ты умеешь плавать, но если человек тонет, пойти его и спасти, не зная, как это сделать, это очень сложно и опасно для его самого, потому что он вполне возможно, что он его утащит. Это паника, он просто его перекроет руками, и были такие случаи. Некоторые гости страны хотят искупаться в одном из самых живописных озер республики. Однако купание в водах Рицы крайне опасно. Вода, в первую очередь, она никогда не бывает прозрачной. Там глубины разные, местами водовороты. Это не раз это все было известно. Мы зимой проводили учения, водолазы ныряли там по поиску. У нас в основном работа бывает такая, что мои водолазы ищут людей, которые утонули. На озере Рица это очень сложно делать, находить человека, поэтому купание, в общем, запрещено, там небезопасно. Каждый год Абхазию посещают тысячи туристов. Их привлекают чистый воздух, живописная природа, ласковое море. И, конечно, самое важное – это безопасность. Гугу Савардания, Инал Гвинже, Абхазское телевидение.